Продолжаем эфир новостями к этому часу и коротко о главных темах. Обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения. Временно исполняющий обязанности главы Якутска рассказал, какие задачи стоят на сегодня перед администрацией. Работа круглые сутки даже в выходные и праздники. Мирнинский ГОК выполнил все плановые показатели, несмотря на приостановку в середине года. Строитель-энтузиаст за 23 года выкопал подземный музей глубиной 7-этажный дом в одном из сел Армении. Евгения Григорьева назначили временно исполняющим обязанности главы города Якутска. Он отметил, что главная задача на сегодня – обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения – жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и транспорта. Также в Рио мэра рассказал, что продолжит работу по реализации планов, намеченных под руководством Сардана Авксентьевой на 2021 год. Вся команда и руководители структурных и территориальных подразделений остаются на местах. Напомним, что сегодня состоялось внеочередное заседание Якутской городской думы, в ходе которого большинством голосов была принята добровольная отставка Сардана Авксентьевой с поста мэра столицы. Теперь об эпидобстановке. За минувшие сутки на территории Якутии выявили 141 новый случай коронавирусной инфекции. По информации оперативного штаба региона, на Якутск приходится 60 случаев, в Мирнинском районе 19 заболевших, в Алданском и Нерюнгринском по 12, в Мегино-Кангаласском 11, в Ленском 6. Еще в 10 районах зафиксировано от 1 до 4 случаев заболевания. За сутки лабораториями региона проведено порядка 2800 исследований на коронавирус. Жители Якутска смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции уже со следующей недели. Об этом сообщила министр здравоохранения Елена Борисова в ходе прямого эфира в социальных сетях. Первую партию 3000 вакцин распределили в первую очередь в Якутске, поскольку наибольшая концентрация людей именно в столице. Поэтому поликлиники, получив препараты, вакцинировали всех медицинских и социальных работников. Новая партия 2000 доз, которая пришла с понедельника, будет дополнительно завезена по городским поликлиникам. Поэтому со следующей недели жители смогут записаться на вакцинацию, рассказала Елена Борисова. Сделать это необходимо заранее по телефону. Запись уже началась в Якутской городской больнице номер 3. Сообщается, что гражданам будут ставить вакцину «Спутник Ви». Информация о том, что с жителя города Якутска судебные приставы взыскивают задолженность другого гражданина, распространилась в социальных сетях. В сообщениях сказано, что у него точно такие же персональные данные. Мужчина рассказывает, что это третий случай. Первый раз был в 2017-м. Тогда сумма составляла более 1 миллиона рублей. После личного обращения вопрос вроде как был решен, но далее в том же году ситуация повторилась, и вот в новом 2021-м он столкнулся с этим снова. После распространения публикации в сетях недовольства жителей Якутска, судебные приставы пригласили его к себе и разъяснили, почему так вышло. Оказалось, из-за нехватки более подробных персональных данных он стал жертвой системы. И такие случаи встречаются нередко. Они просят в таком случае сразу же обращаться лично или через официальный сайт разобраться с ситуацией. Судприставы сделают необходимые операции. Также с 2022 года таких инцидентов станет меньше в связи с обновлением законодательных требований в отношении должников. Пока эти нововведения в связи с пандемией были заморожены и вступят в силу лишь со следующего года. Данная ситуация возникла из-за несовершенства, получается, действующего законодательства. И исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы федерального закона от 28 ноября 2018 года за номером 451 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, где расширен перечень сведений, идентифицирующих должника. То есть там уже после 2022 года будет обязательно указание иных данных, то есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и один из идентифицирующих признаков, то есть это паспортные данные, ИНН или СНИЛС. Это будет обязательно. Но в настоящее время действие данного закона, в части вот этих положений приостановлено до 1 января 2022 года.
Для компании «Алроса» разработают передовые образцы аккумуляторной спецтехники с нулевым выбросом углекислого газа. Тестирование отечественного оборудования марки «Арго» с экологической концепцией пройдет на рудниках в Якутии до 2025 года. Горно-шахтная техника на литий-ионных батареях. Уникальная разработка компании РМЗ «Горные машины». Соглашение о сотрудничестве РМЗ и Министерства промышленности и торговли России было подписано в конце декабря прошлого года также с «Алроса». В целом мощности завода позволяют производить до 50 единиц шахтной техники в год. В 2020 году выпущено 5 машин, в 2021 компания получила заказ еще на 8 единиц. Также инновационная техника «Арго» поставляется в Латинскую Америку. Отмечается, что себестоимость аккумуляторных погрузчиков на 20% ниже по сравнению с импортными аналогами. С таким темпом техническое перевооружение горнодобывающей компании в мире не делает никто. Мы пионеры в этом. И сегодня речь идет о создании отечественного продукта для «Алросы». Наша компания планирует для «Алроса» спроектировать, разработать погрузочно-доставочные машины взамен тех импортных аналогов, которые они сейчас закупают. Между тем, в 2020 году коллектив Мирнинского ГОКа номер 3 выполнил все плановые показатели. Несмотря на то, что в летнее время работа на предприятии была приостановлена, сейчас она возобновлена, и даже на новогодних и рождественских выходных обогатители работали круглосуточно. Там побывала и наша коллега Анна Винокурова. Хоть на праздники, хоть на свой день рождения выходить на смену и следить за технологическим процессом. Вот уже 26 лет Александр Иванов трудится на 3-й фабрике. От опытного машиниста зависит исправная работа мельниц и стабильность работы всего подготовительного передела. Александр обязан проследить за измельчением алмазоносной руды и режимом работы оборудования. Очень ответственно, потому что мы же как бы основное предприятие, правильно, фабрика 3, как бы у нас дается план, мы этот план должны в смене выполнить, чтобы не было остановки фабрики, простоев, чтобы не было. Своевременно надо вот какие-то дефекты выходят, сразу можно отремонтировать. Вместе с Александром на новогодних выходных на смену выходил весь технологический персонал предприятия. Ведь обработка сырья здесь идет круглосуточно. На фабрику номер 3 оно поступает из различных месторождений. Рудника «Интернациональный», приисково-водораздельные галечники и Ереляхская россыпь. Прошедший год для фабрики номер 3, впрочем, как и для всей страны, прошел нелегко. Фабрика была приостановлена на летний период. Потом запустилась, ну и в принципе нормально отработала. То есть закончили год с выполнением показателей плановых и даже помогли немножко другим ГОКам. Стабильно отработать и дать родине алмазов. Так говорят сотрудники фабрики про планы на 2021 год. Также в предприятии планируют увеличить экономические показатели за счет снижения затрат энергоресурсов и увеличения производительности. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Строитель-энтузиаст выкопал подземный музей глубиной с 7-этажный дом. Яма проделана в одном из сел Армении. На все про все понадобилось 23 года. Сегодня я хочу рассказать про этот чудесный музей. Это сделал все мой дед вручную на протяжении 23 лет. И все это время он использовал только молоток и зубил, и никто ему не помог. Все началось в 1985 году, тогда дедушке Левону было 44 года. И каждый год бабушка Тося, то есть его жена, говорила ему, что он рыл яму для картошек. Так он начал копать. В селе Аринж в Армении мужчина посвятил 23 года своей жизни созданию масштабной пещеры под землей, которую он прорубил лишь зубилом и молотком. В 1985 году супруга Левона Аракеляна Тося Гарибян попросила своего мужа выкопать картофельную яму. Просить пришлось долго, но стоило мужчине начать, как он не на шутку увлекся этим занятием и в итоге построил подземный музей. Это первый вход, и когда он дошел до этого твердого слоя, он не мог продолжать, потому что очень трудно было копать. И 3 дня он во сне видел, что должен копать крест, вот тут прям. И говорил об этом бабушке, а бабушка Тося ругалась с ним, говорила, как можно 3 дня видеть тот же сон. В конце она сказала, что хочешь, что делай. Тут почти 3 месяца копал этот крест, потом смог продолжать на правую сторону. Будучи строителем по профессии, Левон создал подземную пещеру площадью 2
280 квадратных метров и по глубине равную 7-этажному зданию. Аракелян, уйдя в дело с головой, работая порой по 18 часов в день. Температура воздуха внутри пещеры составляет около 10 градусов по Цельсию круглый год. Когда спрашивали люди, почему именно вот на этом месте он отдыхает, он говорил, что что-то чувствует там. И когда мы потом позвали ученых, чтобы проверить, что за это место, они сказали, что магнитное поле Земли очень высокое там. И в мире несколько таких мест всего. Вторая из них находится еще раз в Армении, на горе Арагац, по-моему. А здесь, говорят, очень сильное магнитное поле, и люди даже здесь что-то чувствуют, они даже загадывают желание, говорят, что все исполняется. Для жены Ливона увлечение мужа строительством далось нелегко. На плечи женщины легла забота о хозяйстве, 4 детях и заработке денег для семьи, так как всего себя ее муж посвятил строительству. Каждый год, когда он возвращался с заработков, я говорила ему сделать погреб для картошки, чтобы картошку забросить в яму. Это был 1985 год. Прокопал землю на 70-80 сантиметров. Когда выкопал эту землю и вынес ее, добрался до туфа красного цвета. Я начала говорить, сказала, раз там камень, мне это не надо, не хочу. А он ответил, подожди, выкопаю, посмотрю, что будет. Разрушая красный туф, он добрался до черного базальта. С того года я начала войну с ним. Вылезай, вылезай, я ему говорю. Весь день все он делал руками, зубилом, молотком. И все он выносил ведрами. И за 23 года я не смогла оторвать его от этого дела. 4 детей оставил на меня. Он забыл и свои заработки, и работу за пределами, уличную работу. И с того года ругалась, увидела, что не справляюсь, замолчала. Сама работала там-сям, чтобы детей прокормить. Ему многие предлагали электрические инструменты. Он не брал. Говорил, что если можете, принесите зубило и молоток. Приносили. Вот и лежат здесь. В музее под землей представлены деревенские инструменты, которые использовал Ливон. Использовать какое-либо электрическое оборудование мужчина отказывался. На глубине 21 метр пещера была превращена в музей, напоминающий людям о строителе, любившем свою профессию. Вся земля и камень, поднятые наверх во время раскопок, были переданы в дар местным строителям для использования в различных проектах. Сам Ливон умер в 2008 году в возрасте 67 лет от инфаркта. Но созданный им подземный мир до сих пор привлекает множество туристов. Колядки с праздничными пожеланиями от воспитанников одного из дошкольных учреждений Алекминска прошли в этом году в онлайн-режиме. Услышали добрые слова от ребятишек из подготовительной группы разные учреждения города. Праздничным настроением зарядилась Елена Фаст. Впервые за четверть века, а именно столько воспитанники детского сада «Звездочка» проводят этот замечательный обряд колядок, жители города увидят его только в экранах гаджетов. Добрый дом, без подарков не уйдем, с Новым годом, Рождество! Как и многое другое, славный добрый обычай пришлось провести в режиме онлайн. Мы будем рассылать своим партнерам, своим, как говорится, друзьям по различным учреждениям. Обряд колядования, проведенный с детьми. На добро, на радость и благополучие ребятишки сыпали зерно да приговаривали, чтоб достаток пришел каждому, чтоб здоровье было крепким, как морозы. Праздник самый длинный, он веселый и старинный. Наши предки пели, ели, веселились 2 недели. От Рождества и до Крещения, приготовив угощение, пели разные колядки, по дворам ходили светки. Нашей козе немного надо, решето пирогов, сковородку, блинов, колбы да колбаски, чтоб она открыла глазки, 3 куска сала, чтоб она стала. Ну, угостите, накормите нашу козочку. 25 лет, но каждый год, как новое ожидание чудес, добавляются новые поговорки, и даже звезда, непременный атрибут, видоизменилась. Ну вот звезда, это первая, это даже не первая, наверное, звезда, которую мы стали ходить первоначально. Сначала были и картонные, и каких только у нас звезд не было. Ну, звезда, и еще шел человек, который нес колокольчик и звенел, как бы возвещал о том, что идут колядовщики.
Ну а для ребятишек повод для маленького праздника и чудо. От Рождества и до Крещения приготовили угощения, пели разные колядки, по дворам ходили святки. А также урока добра, радости. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.